Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Новый кров. Динак Хазнеясан, она осталду больница дек, университет, космосдек, Ахчанстек. Завершилось строительство дома для пострадавшей семьи от пожара. Благая инициатива. В регионе продолжается акция по погашению долгов малоимущих семей. Какие районы она охватила, смотрите в этом выпуске. Помощь в трудоустройстве. Мы видим, что значительные успехи в республике достигнуты по снижению безработицы, повышению занятости населения. Как обстоят дела на рынке вакансий, расскажем в нашем материале. Жители региона будут обслуживать новые автомобили марки «Лада Гранта». Транспортные средства поступили в распоряжение сразу 3 таксопарков в Чеченской Республике. Им выделили по 20 машин. Далее Мадина Кураева. Новые машины марки «Лада Гранта». Здесь их 60 единиц. Это первая партия, прибывшая в республику. Закупили транспорт в лизинг при поддержке Министерства транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики для 3 таксопарков субъекта. Развитие транспортной системы, инфраструктуры – это одна из наших главных задач. Мы помним годы, когда транспортный комплекс Чеченской Республики был полностью разрушен. Но благодаря первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову, понимавшему, что для восстановления региона необходимо в первую очередь развить транспортную систему. Сегодня мы с гордостью можем сказать, у нас развита транспортная система перевозки пассажиров и грузов. За счет привлечения частных инвестиций нами приобретено 60 легковых автомобилей. Благодарность хочу выразить президенту АвтоВАЗ Максиму Юрьевичу Соколову за оказанную помощь в приобретении нового транспорта для Чеченской Республики. Благодаря увеличению автопарков такси МИГ, Минутка и Чеченской транспортной компании в день удастся обслужить еще больше клиентов, что значительно улучшит доступность транспорта для жителей региона и создаст новые рабочие места для водителей. Соответственно, это для молодых людей. В среднем человек зарабатывает в день 5-6 тысяч на этом транспорте. Соответственно, это доход в каждую семью. Новые автомобили «Лада Гранта» обеспечат комфорт, безопасность и оперативное обслуживание, что способствует повышению качества услуг такси в республике. Все 3 автопарка являются партнерами Вайтакси. В общем, в приложении насчитывается около 2000 машин. В день получается обслужить 30 тысяч клиентов. Приложение очень удобно и помогает оперативно найти и подать машину по адресу. Всего закуплено 300 автомобилей. Полностью передать транспорт планируют в этом году. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика. Пострадавшая семья от пожара заселилась в заново отстроенный дом, который возвели за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Жилье полностью обустроено всем необходимым. Как поживают Дамбаевы после страшной трагедии, расскажет Рамзан Абуев. В начале февраля в частном доме в селении Чечен-Аул произошел пожар из-за взрыва газа, что привело к страшной трагедии. Семья Дамбаевых, супруги и 2 их маленьких детей получили серьезные ожоги и были госпитализированы. 3 из них были перевезены спецбортом МЧС в профильный ожоговый центр Приволжского исследовательского медуниверситета в Нижнем Новгороде. В настоящее время все они выписаны и проходят реабилитацию дома. Где-то часов 7 утра Хусамна Беш-Семхалла из Хусамна Спримитек Латич. Их конюс на тот момент Виженвар. Так, взрыв Хезнгу, Хез Самуэл, Вагори, Вагуаш, обрушение Хил Тхоуте Бюажн. Одним словом, Ирчалдар. Так, со 35-40% первой, второй степени, Хакер, 3-4 степень, Беш 45-50%, Аларцел ожогшую. Так, багиагини, лекштагини, я хочу уязнить, Мадар
На второй день после произошедшей трагедии специалисты начали разбирать завалы и убирать мусор, после чего начался интенсивный процесс строительства. Рабочие трудились усердно, что позволило построить новое жилье за минимально возможное время. تبوش مرخي بوت بوين مرني شيء شو عدا سدية سركلة شن عمر ثاني سيخ الدين عبيل خشتعبوا ليرة ونير تعرف ويرد خوي أوكرو بغر خوي تعرف سيطرها ومخ دينا هرتين وشداش أكشن زونا وصل ديني ولا ومخنا أي معنى حاجينا بركل ديرس ولا لأسون. Мэр Аргуна Ильяс Масаев посетил семью и принес с собой подарки для всех. После чиновник осмотрел новые условия. За счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова восстановили не только дом, также закупили всю необходимую мебель. Максимально сжатые сроки, да, тин Амададжи Канта Рамзан Ахматовича Динак Хазнехан, она осталду больницы адек Люерсдек, Хусмошдек, Ахчансдек, Моссу Ауэр, да еще Ауэр Родина, Дересхил, Амасана, да Мяляштагана. Родственники и односельчане приехали поздравить новоселов и прочитать мавлид. Специалисты усердно работали, чтобы жилье было сдано до начала Идаль-Фитра, и погорельцы могли отметить его в своем доме. Теперь же семья встретит праздник в уюте и комфорте. Рамзан Абуев, Аслан Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном стартовал первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства под названием «Работа России. Время возможностей». Свои стенды в вакансии выставили известные предприятия Чеченской Республики. Также учебные учреждения презентовали востребованные специальности региона. Сколько людей смогли получить работу, расскажет Валентина Гусевская. Представители компаний со всей республики собрались в помещении спорткомплекса «Олимпийск». В региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие 200 работодателей. Масштабное событие посетил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкта. Мы видим, что значительные успехи в республике достигнуты по снижению безработицы, повышению занятости населения. Это при том, что в республике отмечается ежегодный рост населения, увеличение числа трудовых ресурсов. Владимир Надыкта совместно с министром труда, занятости и социального развития республики Усманом Башировым по достоинству оценили возможности ярмарки вакансий и ее значимость для соискателей из региона. بالله وعيود شو تاخو استعمل بالله ويرسبوليكا حوردين حيور شنو ادك شو ولين المينستيرس образования полили министерство здравоохранения, так дает белметк шо мягкдас остя. Более 1900 вакансий стали доступны на ярмарке трудоустройства. Предложения от работодателей были в самых разных направлениях, от строительства и медицины до производства и туризма. Мы занимаемся как туристическими поездками по всему Северному Кавказу и по всей Чеченской Республике, так и выстраиваем фундамент. У нас самая крупнейшая инфраструктура туристическая. Нам не нужен диплом. Нам нужно от вас просто желание, любить людей, хорошее настроение, любовь к своей республике, своей истории. Жители смогли лично познакомиться с представителями компаний, производящих местную продукцию на территории республики. Мы открылись в 2008 году по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Мы производим мороженое около 100 видов. Мы нуждаемся в хорошем технологии, плюс в хороших фризерах.
Сразу после осмотра имеющихся вакансий соискатель получил возможность пройти собеседование с представителем компании, не выходя из здания, устроиться на желаемую должность. На площадку ярмарки пригласили специалистов из Центра занятости, которые сопровождали процесс трудоустройства и взаимодействия работодателя и кандидата на должность. Люди к нам подходят, они у нас спрашивают много вопросов, именно ищут работу. Вот она приходит, например, одна девушка пришла, она хочет найти работу учительницей. Но, например, я представитель Грозинского района. В нашем районе, если ей это не устраивает, мы вот здесь все сотрудники по всей Чеченской Республике Центра занятости, если ее интересует, например, в определенном месте, в Ахматовском, например, районе, мы ее направляем к сотруднику, они смотрят и рассматривают кандидатуру и выдают уже направление. Помимо компаний, во Всероссийской ярмарке трудоустройства участвовали 17 учебных заведений. Действующие студенты смогли изучить представленные вакансии, задать вопросы и получить ценные советы от профессионалов. Студент ЧГПУ Хамзат Атамазов учится на 2-м курсе университета и уже задумывается над будущим местом работы. В основном у меня профессия программирования, то есть работа с компьютерными делами там, и так далее. Вот. Много разных площадок, например, СКФМ, ЧГГНТУ. После учебы я планирую работать в нашем учреждении, то есть ЧГПУ. Вот. Программистом в технопарке. С направлениями подготовки учебных заведений ознакомились выпускники школ. Взаимодействие с представителями университетов и колледжей позволило им узнать о возможностях трудоустройства и процессе обучения. На ярмарке вакансий можно попробовать себя в роли водителя трактора модели МТЗ-1221. Симулятор произведен для обучения студентов Наурского государственного колледжа. Чтобы сесть за настоящую машину, необходимо отучиться на таком симуляторе более 1700 часов. Благодаря региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства заветную должность получили 130 соискателей. Второй этап состоится в июне. В нем в онлайн-формате будут присутствовать работодатели со всей страны. Валентина Гусевская, Мовсар Хаджиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Жителям Чеченской Республики продолжают списывать долги в продуктовых магазинах. За должников платят все должностные лица региона. Погашается задолженность из тех, кто брал товар до зарплаты или пенсии по записи в тетради. Турпалали Тайсумов продолжит. Долг. Тот, кто его имеет, конечно же, обязан вернуть человеку, который оказал ему услугу. Но бывает так, что средств не хватает, а праздник Ид-аль-Адха хочется отметить всем. В честь завершения месяца Рамадан по инициативе первого заместителя руководителя администрации главы и правительства, министра Чеченской Республики Хадижи Кадыровой, в регионе проходит акция по списанию долгов нуждающимся людям в продуктовых магазинах. Мэр Грозного Хасмагомед одним из первых принял участие в благотворительной акции. Он посетил несколько магазинов и передал средства для погашения. Они предоставлены общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. قامت عجيزة فندو ودش إيش بوجهش مسارات أنا كده إديه كش دعوش إبوال بينا تعبوا الباخر وشنا دير رسول على درسون ويبتشوا يبوك بول بيش بويخيتش شاشة إتبوكش بالون يقع خلاء شيء شيء تكنر ديه كرشيات بوجم شيء وزمرز نستيلشر شاش دعولر دو ألا خويجر أشحات ويش تعبوا الشر ديل دو عشاش إتبوكش بالون يقدر لا الإيش تبول بي خوبر على ويبتشينا إيش بوجهشنا اتستوكان شو عبولشان دالتشان مسرنا ديل رسول لسون استنا نديرو هدشتنا ديل رسول لسون سويشان يولشنا ويبتشيجا اشتدي خردين يول نيل دي كرشتر الله تعتخم بنا اتستاح بول بين يول هدشتنا ديل رسول دال داي بركة يول دال ساعدولي. Акцию уже подхватили все муниципалитеты региона. Так, к примеру, в Гудермесском продуктовые точки посетил кадий района Амир Абдулмуслимов. Средства переданы. Тетради со списком должников уже не нужны. Официальные лица забирают их с собой. مرغبة تعدل له ساعة دز دو الإلشنا صلى الله عليه وسلم وصلوا دالا تو ملي لوش تقدون وأوكرانيا بلو يجش تيرا شمكش ميتين بيزوش دوان الله دال تنساق قبول دل
تقال زينشانا مارشال دس دا قبول دول سوزندل دا تندقل عم خوش بشا مكشمش يحكي يشخدوش يسند بيزبول ومخنا امان عزال دوقا يا غيله دا المولاشتوي هذا قنطه الوكيل دنا فلتره هذا المؤسسه قنطه ان شاء الله الرحمن الله بارك دول وزن ايمان دير هذا قبول صاد اللي صار وقا دوخس حوص مشنا دي خدادلا دا صاد يقصير بزندل امين. Однако, несмотря на акцию, нашлись и такие владельцы магазинов, которые отказались от помощи, чтобы власти могли помочь другим. Эти владельцы простили долги людям в честь священного месяца. По словам хозяев торговых точек, им отрадно списать долги и заодно сделать ответный благородный жест руководству республики. Совещание генерал фон Вайпачаин, и по его инициативе мы объекаш дак элдела селхан сай обчур долгиша да дехкен ديلشي دا أوبيدش ما مارخي بورتاها دا دوخشة يكون استكلاش تخزيكو لينس هولتن زنبير رمزان هاش آلي أخقنس أكتيو قوين لو جيشما آغن ساغن دوتش تخاش تخين دولجن بوناغن أو بنت إيرا دول ديكري ديلشي دا ساغن وقبيش مارخي بيتن إير سانا ديليز هول إيش دولنا. До конца Рамадана осталось меньше недели. Такая акция дает понять, что в Чеченской Республике власть и общество всегда рядом и всегда едины. Турпа, Лолита Исумов и Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в честь предстоящего праздника Ид-аль-Фитр направил продуктовую помощь беженцам из Палестины. Для детей вынужденных переселенцев были подготовлены сладкие подарки. Как прошла благотворительная акция, узнавала Мадина Нуцалчиева. Буквально через несколько дней наступает Ид-аль-Фитр. Все пребывают в трепетном ожидании и суетливых подготовках к нему. Однако есть те, кто вынужден проводить священный Рамадан не у себя дома. Речь идет о беженцах из Палестины. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова решил поддержать их в этот непростой период. По поручению главы республики Рамзана Амача с братом Амзатом привезли в преддверии праздника Ид-аль-Фитр. Для наших братьев и сестер из Палестины мы привезли фруктовые наборы, значит, мясо курицы, различные лимонады, хлеб. Хочу поблагодарить от лица всех и представителей данной национальности, всех, кто здесь находится, главу республики Рамзана Амача Кадырова и всех, кто занимается организацией наших братьев и сестер. Масанда Ириса. Фонд, как всегда, щедр на подарки. Фургон забит пакетами. В каждом таком наборе фрукты, напитки и обязательно сладости. На сегодняшний день на территории лагеря «Горный ключ» проживает 35 палестинских семей. Никто из них не остался без внимания. Больше всех такому сюрпризу рады, конечно же, дети. Для них подготовили отдельные подарки. 90 коробок сладких наборов разобрали за считанные минуты, а развлечь их пригласили самых ярких и веселых аниматоров. Стоит отметить, что в проведении акции свой значимый вклад внес благотворительный фонд «Даймох» и его волонтеры. Стать причастным к доброму делу также может любой желающий. Специально для этого фондом открыт благотворительный сбор. فلسطينيا بو هوخا دعديلش مثلا يا هوخا ساغ وديلش تيغا بوشان خدا احتو خربوت سيره سنديره هوخا ديل لغا ساغدو اخزكت نيقبوش بورش اخ ساغ دلو شويه جميل خو وسوازي بالش عندهم العويه سيرسا خان حق خاش وردو خشونا دلريس الله ديكنس بيخن بول سيخ سيخات خونا يار بول دعلي الو اش غودي اشتغل شات خوي قليل لورباتر. На этом сюрпризы для наших друзей не закончились. Стоит отметить, что одними продуктами акция не ограничилась. Она включает в себя также и денежную помощь по 5000 рублей на каждого человека. На сегодняшний день создание максимально комфортных условий для вынужденных переселенцев является одной из главных задач нашего руководства. Мадина Нуцалчиева, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.